Успешной сдачей вступительного экзамена. Я вас поздравляю. Да. Но впереди у вас еще долгий срок обучения. Так что хотелось бы пожелать вам хорошего отдыха, набирайтесь сил, и пусть это лето вам запомнится надолго, надолго. Два наливных яблока. Прямо как твои глаза. И цвета такого же. Жареного бекона. Я соскребаю его со сковородки. И знаешь, что я делаю с ним потом? Что? Можно присесть? О, извини, Чуиха, в другой раз потрендим на музыкальную тему, окей? Давай, тебе все равно еще рано знать о текстах. Особенно увеличенных. Приземляйтесь, сударь. Итак, о чем хотел... Музыка. Музыка. Понравилось. Ага. Да, покойте психопата. Оставлю тебя наедине с твоим припадком. Ах да, пластинка, которую я тебе дал. Я там напутал. Это был не Бах. Идеальный слух в лучшем его проявлении. Да, это Twisted Sister. И не мог бы ты мне... А мне понравилось. Чё? Тебе понравились Twisted Sister? We're not gonna take it! Oh, we're gonna take it! Тихо, тихо, я тебе верю. Только зачем же так орать? Тебе сейчас дурку увезут. Что это за инструмент? А, инструмент... Какой инструмент? Ну, который делает... А, это надо фуза на камбухе наварить. Это гитара, подключенная к усилителю звука, на которой должна быть функция fuse или distortion, которая, в свою очередь, дает звукоизвлечение, называемое перегрузом. Навалить фуза. Покажи. Обязательно было так далеко отходить от консерватории? Чувак, мы просто дорогу перешли. Для меня это приличное расстояние. Ну, ладно, буду знать. На акустике, конечно, такого звука не добьешься, но хотя бы покажу теорию. Так, там вроде начиналось с ми. Да, ми мажор. Потом б. Так, получается... We're not gonna take it. And no, we're gonna take it. Дай попробовать. Эй, не трогай мою детку. Я аккуратно, ничего не испорчу. Ты что, это же моя первая любовь. Не хочу, чтобы ее лапал какой-то другой самец. Пожалуйста, мне больше не у кого спросить. Есть одна мыслишка. В консерватории в одном кабинете я видел лишнюю гитару. Пойду попрошу ее на время. Не прикасайся к ней и смотри, чтобы никто ее не трогал. Не прикасайся к ней! О, Господи! Хватай мою гитару, бежим! Ну ты же сам сказал не трогай. Хватай ее нахуй, блядь, план! Ты его узнал? Нет, я без очков был. Лучшую гитару директора спер. Вот. Ничтожество. Это что за складка? Ты что, бегал в этом костюме? Сволочь! В этом костюме нельзя бегать. Это деликатная ткань. И где это мы? И где ты был? Я решил прогуляться по парку и... Мы забежали чуть дальше парка. А это заводской район. Я живу вон там. Я там с ключом от банки. Ты имеешь в виду личинку от замка? Да нет же. Личинка от замка правее. Рядом с язычком от молнии. А ключ от банки, он чуть левее. Между точилкой и бритвой. Точилка. Где точилка, Себастьян? Я не знаю. Не помню, куда положил ее после рисунка. Густав, пожалуйста. Это уже слишком. Да ты видела его лицо? Видел бы ты сейчас свое лицо. А у тебя так волосы делают только во время занятий музыкой? Вместо занятий музыкой шляется по паркам.
Густав, у него кровь. Да он смеется надо мной! Корчит гримасу боли, а сам улыбается внутри! Забери. Ты чего, она твоя? Мне негде ее спрятать. Ну ладно, полежит у меня до завтра. Ты ведь завтра как? Думаю, завтра, как и послезавтра... На улицу ты больше не выйдешь, ты! Ты у меня все лето будешь заниматься музыкой, ты понял? Я все это лето буду заниматься музыкой, отец. Если только ночью. Я смогу покидать дом, пока все спят. Каждый день я буду заниматься музыкой. Вот теперь я тебе верю. Перед сном в душ ты выглядишь так, как будто вылез из... Помойка, где мы познакомились. Встретимся там. Ровно в полночь. Лады? У помойки ровно в полночь. Будем как вампиры. Ау! Будет больно. Черт! Извини, я опоздал. Неужели уже ушел? Да нет, не может быть. Черт, прямо на брюхе! Да что ты сам меня напугал? Что ты здесь спрятался? Спрятался? Да я тут час тебя ждал. Ну, ты же сам сказал, в полнолуние встречаемся. Вот, я ждал, пока луна откроется. Полночь! Я сказал полночь! Какое еще полнолуние? А при чем здесь оборотни? Ты упомянул вампиров, не оборотней. Ну ладно, извини. Попехали. Та-да! Дом, милый дом. Очень мило. Так. Свет горит, но мать, скорее всего, уже дрыхнет. Не хотелось бы ее будить. Сынок, Да, мам, это я. слушай, сходи за пивком, а? Сейчас ночь, мам. Магазины закрыты. Ах ты, в***да! Где ты днем шарахался? Я днем в консерватории был, тупая ты жирная м***. Ой, опять за свое. Ну, вон твоя гитара. Твоя мать просто ужасна. Эй, не смей так о ней говорить. Ты не знаешь, через что ей пришлось пройти. Да ты сам ее только У что... меня есть причины так ее называть. А у тебя нет. Еще раз вякнешь что-то про мою мать, ебал набью. Сраный нос, ненавижу. Что это еще за уродство? А, это обложка от той пластинки, что я тебе дал. Что? Да такие клоуны не могут играть такую... Культурный шок? Не бойся, это пройдет. У любого музыкального направления есть свои ответвления. Эту разновидность металла называют глэм. Не хочу иметь ничего общего с глэмом. Но ведь тебе понравилась музыка глэм. Так, я не понял, ты меня сейчас глэмом назвал?
Да что ты, как ты мог такое подумать? Глэм, А знаешь, кто ты? давай пердани что-нибудь. Ты вонючий, ты зеленый, ты... Ага. Ты молодой побег чеснока. Остановимся на чесноке. Состроил. А вот это та самая хреновина, которая делает чу-чу-чу-чу-чу-чу. Смотри, сейчас будет магия. Погоди-ка. Царапины на полу. Совсем свежие? Ты притащил его сюда недавно? Может, даже сегодня? Откуда ты его взял? Теперь нас точно уволят. Да что ты переживаешь, я же сказал, на время. Это называется кража со взломом. Это была бы кража со взломом, если бы я эту хреновину продал. Но я же взял ее, чтобы поиграть. Но потом... Потом-то, конечно, Ты- да, потом. Обязательно мы Не, вернем вообще его. не обсуждается, конечно, да, да. Ты своими руками Да, прям возьмешь и своими принесешь руками его, возьму и понял принесу меня? назад, да. Вот это кайф. Ну чё, давай что-нибудь разучим. Сможешь вот это сыграть? Yesterday's a memory, another page of history. Sell yourself for hopes and dreams that leave you feeling sideways. Tripping over my own feet, trying to walk to my own beat. Another car out on the street, trying to find the highway. Hey, are you going my way? This is the story of my life, and I ride it every day. I know it isn't black and white, and it's anything but gray. I know that no, I'm not alright, but I'll be okay, 'cause anything can, everything can happen. That's the story of my life. I'm gonna write the melody that's gonna make history. Yeah, and when I paint my masterpiece, I swear I'll show you first. There just ain't a way to see who and why or what will be. Till now is then, it's a mystery, a blessing and a curse, or something worse. Yeah, this is the story of my life, and I ride it every day. I know it isn't black and white, and it's anything but gray. I know, no, I'm not alright, but I'll be okay, 'cause anything can, everything can. I've been thinking maybe you can help me write the story of my life. Yeah, what do you say? This is the story of my life, and I write it every day. And I hope you're by my side when I'm writing the last page. Ре минор. Соль мажор. Ре мажор. Руку! Ты какой-то не такой. Тебя как будто подменили. Ты что-то затеял.
что-то замыслил. Что ты скрываешь от меня? Хочешь меня высмеять перед всеми? Хочешь меня унизить? Отвечай! Нет, отец, я тебя не подведу. Ну-ка быстро в комнату. Хорошо, отец. Густав, я собираюсь сходить в церковь. Надеюсь, ты не против? Я, пожалуй, пойду с тобой. — 14 августа. Боже мой, какой прекрасный день. Сколько всего нового. Я чувствую себя по-настоящему счастливым. Настолько счастливым, что отец, кажется, начинает меня бояться. Мой макет почти полностью закончен. Осталось всего пару деталей. Хорошо, что мне удалось протащить коробку. Это заняло какое-то время и потребовало несколько серьезных решений. Я, кажется, забыл смычок. Зато теперь я смогу без проблем перенести весь макет в безопасное место. Ведь у меня теперь есть наружные тайники. Сделаю это завтра. Чеснок — настоящий гений. Он сказал, что если мы будем стоять и играть на улице, нам будут кидать деньги. Так и произошло. Сначала нам кидали монеты, а потом какой-то добрый мотоциклист вручил нам по $100 за исполнение песни Paranoid. Ни хрена себе! Он выглядел так устрашающе обаятельно. Интересно, встречаются ли среди них женские особи? Сегодня у нас будет концерт. И так как нас никто не знает, мы будем выступать первыми. И я не знал, как мне выйти из дома днем, чтобы успеть на концерт. Но я договорился с Лидией. Пст. А на ее вопрос: А чего это я должна брать? у меня нашелся $100 аргумент. Теперь она подтвердит, будто 14 августа в консерватории состоится обязательная коллективная репетиция. Такой бред, что я сам бы не поверил. Но отец клюнул. Лидия же не станет брать. Пора собираться. Ничто не может испортить этот вечер. А сейчас я с таким чуваком тебя познакомлю, вообще улетишь. Его зовут Глэм, и он никогда не спит. Глэм! Блин, у нас выход через 5 минут, давай, вставай. Посмотри на меня. Ёшкин картошкин, ты всех наших двух фанатов распугаешь. Иди-ка сюда, сможешь что-нибудь сделать? Я пока пойду звук настрою. Ну, можно глаза накрасить. Так. Нас уже объявили. Где этот твой Паганини-гитарист? Ой, ну на момент, por favor. Ну чё, как там? По-моему, так хуже стало. Ладно, зомби, пойдем отжигать. Так, всем привет! Наше временное название группы «Чё за урады на сцене?» Мы играем то, что нравится нам. Да. Мы играем для себя. Да. И первая песня. А кому не нравится? Выход там. Вообще-то там. Вундер, Извини. теперь у нас только один фанат. Давай хоть его не Хорошо. Ну чё, погнали? 3, 2, 1. Обязательно, мы вот сюда придем. Да, будем здесь. Да, мы тоже от вас в восторге. Спасибо, спасибо. Блин, мой голос. Чувак, это было охрененно.
видел их рожи? Они точно будут ждать нашего следующего концерта. Даже не знаю, что лучше. Может, стоит бросить эту консерваторию и писать свои песни? Да, но у меня нет выбора. Отец убьет меня, если я брошу учебу. Да уж. Боюсь представить, через что тебе придется пройти. Но в глубине души я этого желаю, ты ж прости. Думаю, завтра отдыхаем. Так что давай послезавтра, на том же месте. Хорошо. Как прошла репетиция, сынок? Успешно. Мы играли Моцарта. Дьявол. Как прошла репетиция, сынок? Успешно. Мы играли Моцарта. Как прошла репетиция, сынок? Успешно. Мы играли... Как прошла репетиция, сынок? Не стой под дождем, простынешь. Давай скорее в дом. Вот так. Сейчас сядешь и все расскажешь. О том, как играл Моцарта, куда на самом деле делась точилка, и кого ты там хотел привязать к кровати, встав напротив с бейсбольной битой. Завтра мы идем к доктору Гансу. Ты знаешь, он найдет способ исправления подобных дефектов. А сегодня мы подробно обсудим твои литературные способности. Здесь и сейчас, Себастьян, ты должен сделать выбор. Семья или хлам? Себастьян, ты меня слышишь? Меня зовут Глэм. Ты куда пошел? Ну-ка стоять! Я сказал стоять! Ах, вот как, Себастьян! Ты выбрал хлам? Ну тогда это больше не твой дом! Вернешься, я тебя не пущу, потому что ты выбрал хлам, грязный ты недоношенный червяк! Это не твой дом, а ты больше не мой сын! Потому что ты выбрал хлам! Жалкое ничтожество! Ты выбрал хлам! Я выбрал семью, в отличие от тебя. Да, не то чтобы я сильно рассчитывала на яхту. А вот этот ключик, он случайно не... Нет, Вики, это просто ржавый ключ. Да, и черт с ним. Ладно, валим отсюда. А то тут мой мотоклуб рядом. Не хотелось бы, чтобы мои придурки запалили меня в костюме Джессики Рэббит. Эй, ты чего? Да хрен с ней с этой яхтой, нашел за чего париться. Проживем без этой посуды. Или как там эта херня называется? Посудины. Короче, не парься. Погнали домой. Хорошо. Не парься. У него еще экшн-камера была, я теперь в YouTube упаду. Не парься. Да иди ты. Не парься, Вика. Cold has a voice. It talks to me, stillborn by choice. It has no need to hold. Old man feels the cold. Oh, baby, don't, 'cause I've been told, stay on this road.
joy should reign. These skies restrain, shed all your love. The voice trays off again. The voice trays off.